Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В одной из гостиниц столицы республики группа молодых людей устроила потасовку со стрельбой. Как сообщили в управлении Росгвардии по региону, в баре гостиницы один из посетителей в ходе завязавшейся драки с молодыми людьми из хулиганских побуждений повредил пол заведения выстрелом из пистолета неустановленной марки. Когда бар закрылся, участники конфликта переместились на 5-й этаж, где продолжили потасовку, и прозвучал еще один выстрел. Подозреваемые мужчины были сразу задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На месте был обнаружен и изъят травматический пистолет. Накануне в столице республики загорелся двухэтажный деревянный дом по улице Билибина. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Жильцы расселены по родственникам и знакомым. Причина возникновения огня устанавливается. Погиб человек. Следователи проводят проверку. Следственным отделом по городу Якутску Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в жилом доме, расположенном на улице Билибина в городе Якутске. Сообщение об обнаружении тела поступило в следственный орган около 19 часов 27 февраля текущего года. На место происшествия выезжала следственная оперативная группа под руководством следователя СКР, которая при осмотре произвела необходимые первоначальные проверочные мероприятия. В настоящее время в рамках процессуальной проверки устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. А в Мирном произошло очередное мошенничество с использованием сотовой связи и сети интернет. Мужчина сообщил, что с его карты сняли около 20 тысяч рублей. Незадолго до инцидента он оформил потребительский кредит со страховкой в одном из банков. После этого к нему позвонил некий мужчина и представился инспектором управления Роспотребнадзора. Лжеинспектор сообщил, что якобы сумма страховки по кредиту была превышена, и по этому факту проходится судебное разбирательство. Он также сказал, что в случае выигрыша в суде ему, как потерпевшему, полагается компенсация в размере 150 тысяч рублей. Спустя непродолжительное время поступил очередной звонок. Потерпевшему сообщили, что он выиграл суд и сейчас ему необходимо оплатить страховку в сумме 20 тысяч. Поверив, он перевел деньги. На этом звонки не прекратились. В течение недели потерпевшему продолжали звонить незнакомые люди и, представляясь сотрудниками различных финансовых учреждений, сообщали о необходимости оплатить страховку, госпошлину, перевозку и так далее. Тогда мужчина понял, что попался на уловки мошенников. Уважаемые граждане, полиция и мы в очередной раз призываем к бдительности и не совершать сомнительные финансовые операции под влиянием незнакомцев. Мошенники могут представиться кем угодно: социальными работниками, банковскими служащими, сотрудниками пенсионного фонда, операторами сотовой связи и даже сотрудниками правоохранительных органов. Международным новостям, и снова в Америке виноваты русские. Река под названием Русская, по-английски Russian River, затопила городок Герновиль в штате Калифорния, США. Она отрезала его и другие населенные пункты от окружающего мира. Уровень воды поднялся из-за дождей. На фоне наводнения офис шерифа издал указание об обязательной эвакуации для 24 городов. Власти прогнозируют, что нынешнее наводнение может стать самым серьезным за последние 24 года. Пакистан сбил 2 индийских военных самолета, сообщил представитель вооруженных сил страны. За день до этого Индия впервые за почти полвека нанесла авиаудары по территории, подконтрольной соседнему государству, рассказывает Артем Сторонов. Военный вертолет Ми-17 военно-воздушных сил Индии в среду разбился на территории спорного региона Кашмир на границе с Пакистаном. Причина его падения пока не установлена. Сообщается, что в результате катастрофы погибли 3 человека, 2 пилота и гражданский. Также в среду представитель пакистанских военно-воздушных сил генерал-майор Асиф Гафур написал у себя в Твиттере, что ВВС страны сбили 2 индийских военных самолета. Один из них упал в индийской части Кашмира, второй – на территории, занятой Пакистаном. 2 его пилота взяты в плен, добавил Гафур. Минобороны Индии пока не прокомментировала эту информацию. За день до этих событий ВВС Индии нанесли удар по подконтрольной Пакистану части Кашмира, впервые со времен полномасштабной войны между двумя государствами в 1971 году. В Дели утверждают, что целью налетов были тренировочные лагеря группировки Джаиш-е-Мухаммад. Именно она взяла на себя ответственность за атаку смертника 14 февраля, жертвами которой стали 46 индийских военнослужащих. В Дели заявили, что в результате авианалета погибло очень большое количество боевиков. Исламабад опроверг информацию о жертвах, но предупредил об ответе на агрессию.
МИД Пакистана сообщил, что страна не хочет эскалации, но полностью готова к этому, если ее вынудят. Одновременно с авианалетами обе страны в среду обменялись огнем из наземных установок в более чем десятке различных локаций. Бомбежка вызвала панику у местных жителей, однако о погибших или пострадавших сообщений не было. Тем не менее, в 5-километровой зоне около границы закрыты все школы и аэропорты. На этом пока все. Берегите себя.